Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Какие сферы наиболее подвержены коррупционным проявлениям, какие бывают типичные нарушения законодательства о противодействии коррупции, как их не допускать? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Саха-Якутия, советником юстиции Евгенией Сивцевой. Евгения Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с такой немножко методологической базы. Что такое коррупция и каковы ее главные признаки? Простым языком коррупцию можно охарактеризовать как процесс, в ходе которого лицо использует свое служебное положение для личного обогащения или обогащения третьих лиц. Вот какие у коррупции главные признаки? Как отличить от других преступлений другого вида? Основной особенностью коррупционных преступлений является наличие корысти. То есть преступление совершается с целью обогатиться, получения каких-либо материальных либо нематериальных благ должностным лицом. Ну вот мы накануне общались с представителями управления по борьбе с коррупцией. Они говорят, что сейчас в регионе идет большая кампания просветительская, в том числе. На ваш взгляд, вот какой сегодня в нашем регионе уровень коррупционных преступлений? Уровень коррупционных преступлений у нас, к сожалению, в динамике имеется. В текущем году выявлено 231 преступление коррупционной направленности, и основную массу составляет дача и получение взяток. И помимо этого ежегодно прокурорами выявляется около 2000 нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых принимаются около 1000 актов прокурорского реагирования. Ну, насколько я знаю, вот эти преступления коррупционного характера, они также же ранжируются по степени тяжести, да, по степени конечно, причиненного вреда. Да. А если говорить о сферах, вот, в которых чаще всего совершаются коррупционные преступления, какие это наиболее частые сферы? Анализируя практику, можно сказать, что наиболее коррумпированными сферами, опять же, остается у нас бюджетная сфера, сфера использования государственного и муниципального имущества, а также закупки для муниципальных и государственных нужд. К примеру, проведенной прокуратурой Республики проверкой в территориальном управлении Росимущества был установлен факт реализации земельного участка, который находится в федеральной собственности, посредством электронного аукциона своему же сотруднику, то есть этого же ведомства, по заниженной цене. В этой связи прокурор обратился с иском в суд о признании данной сделки недействительной. Суд принял доводы прокурора и изъял земельный участок из незаконного пользования. Вы сказали 231 прецедент. Да. А вот с чем связывает такое большое число? Особенно вот меня интересуют имущественные преступления, вот в сфере коррупции, в сфере имущественных отношений. К легкому доступу к деньгам? Опять же, все зависит, конечно, все очень индивидуально, все зависит от человека. Нельзя сказать, что все поголовно могут совершать эти коррупционные преступления, но, к сожалению, тенденция в последнее время показывает, что они не имеют места быть. Есть еще такое понятие конфликт интересов. Да. Вот давайте поговорим о том, что это такое, как часто он встречается, какие практики вы могли бы отметить. Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность лица препятствует ему исполнять свои должностные обязанности беспристрастно и объективно. Такие факты у нас в республике выявляются, опять же, прокурорами. К примеру, проведенной прокуратурой города Якутска устанавливались факты непринятие мер по конфликту интересов с департамента строительства, по-моему, когда заключались контракты с организацией, где одним из учредителей, руководителей был родственник сотрудника администрации. И по представлению прокуратуры трудовые отношения с этим лицом впоследствии были прекращены. Еще один тип подобного характера коррупционных преступлений: госслужащим, людям, занимающим административные должности, нельзя владеть бизнесом. Да. Насколько я понимаю, они оформляют этот бизнес на вторых-третьих лиц, и все равно де-факто владельцы они. Вот как бороться с таким проявлением? Конечно же, чтобы искоренить коррупционные проявления в обществе, нам необходима бдительность граждан. То есть одним из основных источников у нас информации это в том числе являются обращения граждан.
Ну, конечно, лицам, которые состоят на государственной и муниципальной службе, коммерцией заниматься нельзя. У нас закон это прямо запрещает. Но, например, иной оплачиваемой деятельностью в других организациях это вполне возможно. Главное уведомить своего работодателя, прежде чем, ну, если ты собираешься заниматься. Главное прозрачность сохранять. Да, конечно. А если мы говорим о вот, конфликте интересов, опять я предлагаю к нему вернуться, какие меры должен предпринять служащий? Чтобы не допускать конфликта интересов, да. Ну, в первую очередь, если служащий с такой ситуацией сталкивается в ходе исполнения своих служебных обязанностей, ему необходимо принять меры по уведомлению своего непосредственного работодателя. И уже после этого работодатель должен принять меры по либо отстранению служащего от исполнения обязанностей, либо изменению его служебных функций. И таким образом нивелируется возможность возникновения конфликта интересов. То есть, просто говоря, либо понизить в должности, либо уволить? Нет, не обязательно, уволить. Да, не обязательно уволить. Конечно, если есть возможность перевести работника, например, на другую должность, либо изменить его трудовые обязанности, либо исключить его, например, участие в комиссии, где будет рассматриваться вопрос, где будут участвовать его родственники, супруги, да, дети, то это необходимо обязательно сделать. Отдельная статья, я уверен, это присвоение бюджетных средств, большие суммы. Я наслышан, что выявляют с каждым днем все больше и больше прецедентов. Как ведется вот работа в этом направлении? Особенно если это госзакупки, госконтракты. Ну, по государственным контрактам у нас, конечно, прокуроры ориентированы в первую очередь контролировать целевое расходование бюджетных средств. И, к сожалению, факты выявляются, когда у нас служащие, злоупотребляя своим служебным положением, совершают хищение бюджетных средств. Но в этой связи по результатам материалов прокурорских проверок возбуждаются уголовные дела. А какое самое строгое наказание для преступлений подобного характера? Ну, варьируется, конечно, от статьи и тяжести, вплоть до реального лишения свободы и назначения очень крупных многомиллионных штрафов. Возмещение ущерба? Да, возмещение это тоже ущерба. Коррупция? Конечно, в чистом виде? Да. Евгения Васильевна, а какие административные правонарушения коррупционного характера у нас сегодня выявляются в республике, если говорить в общем? Основную массу составляют административные дела, связанные с неисполнением требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных или муниципальных служащих. То есть законом предусмотрена обязанность в случае приема на работу бывшего государственного муниципального служащего необходимо обязательно в течение 10 дней направлять уведомление по его бывшему месту работы. В случае, если работодатель эту обязанность не выполняет, то к нему могут быть применены административные санкции, а штрафы там большие. На должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Поэтому, такие нарушения у нас в этом году уже порядка 50 лиц привлечены по постановлениям прокуроров. Евгения Васильевна, я еще предлагаю все-таки 9 декабря, День борьбы с коррупцией, я предлагаю упомянуть тему профилактики. Вот почему, на ваш взгляд, она сегодня так важна? Профилактика коррупции, конечно же, является одной из основных деятельностей не только органов прокуратуры, но и органов государственной власти. В данном направлении мы постоянно в тесном взаимодействии с управлением при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Как говорится, кто владеет информацией, владеет законами, тот вооружен. И когда у нас население будет грамотным законодательным смысле, да, то я думаю, что и правопорядок у нас будет выше в республике. А вот на ваш взгляд, с какого возраста лучше доносить гражданину, что коррупция – это плохо, это наказывается? Вообще мы просветительскую работу проводим уже в школах. То есть, начиная со средних классов, мы лекции по школам читаем, детям рассказываем доступным языком, чтобы уже с маленького возраста юный гражданин понимал, что коррупция – это противозаконное действие. А на предприятии этим кто должен заниматься? На предприятии должен быть определенно конкретное лицо, либо подразделение,
который занимается профилактикой коррупции. Это у нас закреплено в самом законе о противодействии коррупции, статья 13.3. То есть, со всех сторон такая, Да. получается, работа ведется и в школах, и Да. в университетах, и даже на рабочем месте. Евгения Васильевна, в заключение, какие основные ориентиры сегодня прокуроров в сфере противодействия коррупции? Основными ориентирами является, конечно же, исполнение федерального законодательства, проведение антикоррупционной экспертизы, и уголовное преследование коррупционеров. И, конечно же, в первую очередь призываем граждан быть бдительными и в случае, если лицо сталкивается с признаками коррупции, незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и в органы прокуратуры. И помнить, что все тайное всегда в любом случае становится явным. Евгения Васильевна, спасибо вам за вашу работу. Уверен, что благодаря ей коррупции в нашем регионе станет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.